Мирнинское отделение Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия – это не просто общественная организация, это живое сердце многонациональной Якутии, бьющееся уже более четверти века. С 1997 года, когда оно было основано, это объединение стало настоящим мостом, соединяющим более 80 народов, населяющих этот благодатный край. Координация деятельности многочисленных общин, проведение ярких культурных фестивалей, сохранение уникальных традиций – все это стало возможным благодаря слаженной работе Ассамблеи. Сегодня эта организация вступает в новую главу своей истории. Руководство Мирнинским отделением Ассамблеи народов Якутии принял Павел Тиктясов, сменив на этом посту Гульсум Бейсимбаеву, которая долгие годы вела организацию к новым свершениям. Сегодня мы имеем уникальную возможность пообщаться с новым руководителем Мирнинской Ассамблеи народов Павлом Тиктясовым. Павел Егорович, вы родились в селе Орлах Мирнинского района. Сейчас являетесь советником главы Мирнинского района, председателем общественного движения Мирнинской Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия. Интересно вообще, как начинался ваш профессиональный путь, работа в общественной деятельности? И вообще, как вы думаете, как сложился ваша личность и что повлияло на вас, как на лидера? Профессиональный путь мой сложился в 2000 году после окончания университета. Я устроился на работу в компанию «Алроса». И в течение этого момента, с 2000 года, активно участвовал в общественной деятельности и в объединении молодых специалистов компании «Алроса». Далее, будучи уже в свое время был избран председателем объединения молодых специалистов. Как-то в части общественной работы большую роль как раз сыграла именно эта общественная работа в объединении. А в целом, что важно, как личность сформировался, конечно же, это в любом случае это воспитание родителей, во-первых. А во-вторых, это мои наставники, как в компании «Алроса», и потом в дальнейшем уже как в администрации Мирнинского района. Мирнинская ассамблея народов – одна из самых старейших и крупных организаций в нас в республике. Как, на ваш взгляд, удается в столице Алмазного края, где проживают представители более 80 народов, сохранять мир и согласие там, где живут люди разных национальностей и разных вероисповеданий? По моему мнению, на самом деле, как хочется вспомнить слова президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, что важно сохранять согласие, с уважением относиться к традициям, к языкам народов. И в этом и как раз единстве является сила нашей страны. И с этой позиции, конечно, государства, здесь хочется отметить всестороннюю помощь местной власти, как администрации района, как администрации поселений. Также хочется подчеркнуть огромную работу муниципального учреждения, межпоселенческое управление культуры. И в этом едином, скажем так, союзе, с ассамблеей удается, на мой взгляд, все-таки поддерживать тот мир, согласие у нас на территории Мирнинского района. Получается, сообща, совместными усилиями с органов местной власти и общества, гражданского института. Да. Вы очень активно участвуете, не раз сами организовываете мероприятия, такие как патриотические, социальные акции, оказываете помощь бойцам СВО. Как, на ваш взгляд, это единение перед общими вызовами влияет на межнациональные отношения? На самом деле, здесь, конечно же, хочется, наверное, вспомнить, что рожденные в СССР, скажем так, мы с детства, у нас не было никаких, мы не делились на национальности. Ребята разных народов жили все в одной семье. И тут, конечно же, наши лидеры национально-культурных объединений также все уже
скажем так, возрастные, да, за 40, поэтому все рождены еще в Советском Союзе, поэтому ценности, традиции, как бы, вот, они пока, скажем так, едины, и все друг друга понимают. Поэтому, что касается вот этой вот помощи различной, причем, да, даже здесь семьям бойцов, участников, тех ребят, которые находятся в зоне уже специальной военной операции, здесь стоит только дать клич, ну и, соответственно, конечно же, все придут на помощь, независимо там, какой бы там национальности, либо вероисповедания ни был человек. Учитывая, что в этом году у нас год единства народов России, соответственно, мероприятия чуть ли не каждые выходные. Да, ну, на самом деле хочется в первую очередь, наверное, выразить слова благодарности и огромное уважение, да, нашим лидерам национальных культурных объединений, а также активистам наших объединений. Почему? Потому что все-таки эта работа является общественной, и даже мои хорошие знакомые, да, иногда порой спрашивают меня: Паша, сколько ты за это дело получаешь, да, какую-то зарплату? Нет, абсолютно нет. И когда рассказываешь это некоторым людям, они не верят. Вот. Ну и также здесь такая же ситуация абсолютно вот с лидерами, с активистами наших объединений, которые, несмотря ни на что, на самом деле, да, на голом энтузиазме, они занимаются этой общественной деятельностью, причем даже где-то порой бывает даже, наверное, в ущерб себе, своей семье, но организовывают мероприятия и различные встречи наши и так далее. Ну и, конечно же, это, наверное, любовь к своей культуре, к своим традициям, да, к своему народу. Соответственно, тем самым как бы они показывают, знакомят другие уже национальности с теми обычаями, которые принято у них сохранять в семье, в народе. Да, здесь действительно можно бесконечно восхищаться такими людьми и, естественно, ценить, дорожить. Общественники — это, можно сказать, наше все. Да. Ну, а вот если мы перейдем к нашему подрастающему поколению, к молодежи, как вы думаете, сейчас какие форматы в работе с ними уместны? И ну, действительно ли важно или актуально привлекать молодежь, детей в работу, которая распространяется на популяризацию дружбы, уважения к культуре, традициям разных народов? Конечно же, здесь хочется отметить работу нашей детской ассамблеи, да, которая базируется на базе Центра дополнительного образования, и работу молодежной ассамблеи, которая базируется на базе Мирнинского регионального технического колледжа. Эта работа на самом деле очень важна. Соответственно, в любом случае в семье, да, уже с пеленок, в каждой семье разговаривают там на своем родном языке, да, чтят свои определенные традиции, какие-то устои в семье. Ну и, соответственно, вот эта работа, проводимая, скажем, в наших и дошкольных учреждениях, и дополнительного образования, и в учебных заведениях, это МРТК, Политехнический институт. Вот эта работа очень важна. И в части формата как раз вот сравнительно недавно, да, как бы поменялся, более-менее поменялся в силу разных обстоятельств, поменялся формат вот именно как раз проведения, ознакомления подрастающего поколения с традициями, с обычаями разных народов. У нас получается, есть мероприятия, которые проводятся в дошкольных учреждениях, либо дошколята приходят, да, в МРТК, в Центр дополнительного образования, либо наши общественные объединения идут в школы,
встречаются с детьми, рассказывают о своих национальных праздниках, своих традициях. Поэтому это здорово. Ну и так мы прививаем, соответственно, все то уважение к традициям, обычаям, к языкам разных народов, которые проживают у нас в Мирнинском районе. Ну, Павел Егорович, расскажите основные ключевые мероприятия, которые запланированы Мирнинской ассамблеей народов, учитывая, что этот год является ключевым. Если смотреть, скажем так, с начала года, да, то у нас, естественно, год был очень насыщен. Во-первых, это различными национальными праздниками разных народов, проживающих здесь, начиная вот уже с февраля месяца, да, мы вместе с бурятами отмечали национальный праздник, молдавский встретили, ну и так далее. Одно из ключевых событий этого года будет у нас открытие в 4-м квартале текущего года этнокультурного центра «Дом Арчи» в городе Мирном, который все очень давно ждали, благодаря финансовой поддержке компаний-недропользователей, местных администраций. И таких 3 знаковых наших мероприятия. Это молодежный форум «Калейдоскоп культур», 2-й районный конкурс «Этнокраса» и 12-й фестиваль «В семье единой», вот, которым это такое крупное, скажем, мероприятие, которым мы как раз вот подведем итоги года единства. Здорово. Ну, Павел Егорович, завершая нашу беседу, скажите, пожалуйста, какие пожелания вы можете дать жителям Мирнинского района, республики Саха-Якутия, напутственные, может быть, слова? Год единства, конечно же, хочется пожелать всем сохранять свои традиции, беречь свою культуру, языки, делиться с подрастающим поколением и мира, согласия, чтобы никакие наши различия, никакие расстояния между нами не мешали нашей дружбе, ну и совместному проживанию таких добрых, дружеских отношений. Спасибо.